Телеканал «Якутия-24» продолжает вещание в прямом эфире. Вы смотрите программу «Итоги дня». С вами Влад Давыдов и Юлия Великодная. Смотрите в этом выпуске. Неоправданный риск. По линии пошли первые пешеходы, однако лед не окрепший. Надзорные органы ведут рейды для предупреждения возможных провалов. Местные кадры в промышленность. В рамках этого проекта в угольную компанию «Колмор» устроились новые специалисты. Как начали себя показывать в работе новые сотрудники, сюжет из Нерингри. Жизнь в темноте. Сегодня отмечается Международный день слепых. Сюжет из Алдана о том, как поддерживают эту категорию граждан. Погода в Алмазном крае. Студенты в стихах о Платоне Аюнском. День сотрудника ОВД. События и новости Мирнинского района в специальном обзоре. Мой любимый музей во всероссийском конкурсе. Под таким названием участвует и Якутский музей имени Ярославского. Когда было создано это учреждение и как работает музей сейчас. Мир прощается с отцом Марвел. В США умер создатель известных комиксов Стэн Ли. Ему было 95 лет. Теплый ноябрь может нарушить сроки открытия региональной переправы через Лену вблизи Якутска. Об этом сообщают коллеги из ЕСИА. Из-за подъема воды в пятницу произошло подтопление отсыпанных участков по обоим берегам. Для дальнейшего проведения работ требуется усиление мороза до минус 30 градусов. По словам начальника отдела эксплуатации дорог Семена Сметанина, будет организовано 4 полосы, 2 основные и 2 резервные. С момента открытия переправы начнет действовать круглосуточный весовой контроль. Толщина льда небезопасна даже для людей, но, несмотря на это, на неокрепшем льду появились первые пешеходы. Надзорные органы ведут против таких случаев профилактическую работу. Так, инспекторы ГИМС совместно с административной комиссией города вышли на рейд на переправе Хатасы-Павловск. Репортаж Евгения Тайтонова. Вышла наледь, лед хрустит, тонкий, опасный. И вот вышла наледь, только-только скрепилась, смотрите. И по такому льду желающих перебраться на другой берег хоть отбавляй. Первые пешие были замечены еще в выходные. Поэтому инспектор ГИМС усиливает контроль за несанкционированным выездом транспорта на лед и пешим переходом. Как и ожидалось, пешие не заставили себя долго ждать. Жизнью своей рискуете. Ничего. Как ничего? Жизнь у вас одна же. Одна. Вы рискуете своей жизнью. Мы знаем. Нельзя выходить категорически. Нельзя. Вы рискуете своей жизнью. Нам срочно надо. Что значит срочно надо? Почему так несознательно к своей жизни-то относитесь-то? Жизнь-то ведь человеческая, она одна. И бесценна эта жизнь. Потом вы можете просто не вернуться. Несмотря на все усилия сотрудников ГИМС предупреждения об опасности выхода на лед, они все равно продолжили свой опасный путь. Где добраться? Как спасти человека, если они сами не сумеют самоспасение себе оказать? Они сказали, мы пойдем, увидим полынью, обойдем, вернемся. А кто знает, что там, обойдя полынью, не будет пустоты, не будет открытого водоема, припорошенного снега. Поэтому большой риск человеческой жизни, что может произойти гибель. Помимо пеших на реке видно, как человек на снегоходе наматывает круги. По приезду на берег на наш вопрос, знает ли он, что ледовая переправа еще не открыта, отвечает, что он просто рыбак и при этом усердно прячет свое лицо. Не снимайте, говорю. Но вы знаете, что выезд на лед запрещен? Я по песку езжу. Видишь, вот там песок лежит. Ну вот. Выезд транспортного средства в период введенных ограничений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, а на должностных лиц от 20 тысяч до 50 тысяч рублей и для юридических лиц от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Исходя из фактического состояния, открытие автозимника Хатасы-Павловск планируется 21 ноября для автотранспорта до 3 тонн, до 20 тонн 20 декабря. Но несмотря на это, жители республики продолжают игнорировать рекомендации по безопасности и на свой страх и риск перебираются на противоположный берег по неокрепшему льду. Евгений Тайтонов, Григорий Охлопков, Якутск.
Тем временем образование ледостава – самое время подводить итоги навигации, считают в Ленском речном порту. Довольны ли там сезоном? Сообщают, что не вполне. План по Алроса главного заказчика выполнен с увеличенными показателями, а вот объемы переработки груза значительно упали. Недопоставка связана со сторонними заказчиками. На предприятии заговорили о поиске новых клиентов. Подробности у нашей коллеги Олеси Васевой. Портальные краны застыли без работы до следующего мая. Ленский речной порт подводит итоги навигации последним. 2 ноября к причальной стенке под разгрузку встало заключительное судно, хотя о закрытии объявили еще накануне, 28 октября. Маленький состав разгрузили быстро, только тогда посчитали заключительные цифры. Их озвучили на традиционном собрании портовиков. Руководство анализирует итоги навигационного периода. Показатели коллектив откровенно расстроили. У нас в 2018 году переработка составила 247,2 тысячи тонн, а в прошлом году 374. То есть здесь мы видим, что показатели упали. И снижение составило 81,6 тысяч тонн. Судов переработано в этом году, обработано 533 судна. По сравнению с прошлым годом это 639. И такое снижение по многим позициям, хотя саму навигацию называют рекордной в плане продолжительности – 166 суток. Только вот груза было мало. Ставку делали на сторонних заказчиков, они подвели. С перевыполнением плана привез груз только генеральный заказчик – Управление материально-технического снабжения «Алроса». 140 тысяч тонн технического груза, оборудования и самоходной техники. Стабильная гидрологическая ситуация на реке Лена в течение навигационного периода нам позволила отработать очень комфортно по навигационному завозу. Мы завезли даже свыше планового груза, потому что корректировка была в процессе и появилась часть груза, которую необходимо было довести. А вот привлекать новых клиентов надо. Об этом говорили в ходе последней рабочей поездки в Ленск заместителя исполнительного директора «Алроса» Руслана Сезонова. Выигрышным может стать предложение так называемой комплексной услуги. Первый опыт был уже в эту навигацию. Груз предприятия «Техавангард» в порту не только переработали, но приняли на хранение и отправили заказчику. Для последнего это очевидное удобство. Не нужно искать подрядчика под каждый этап логистической доставки. А речному порту эта работа принесла ощутимую прибыль в 26 миллионов рублей. Комплексную услугу будут предлагать клиентам в навигацию 2019 года. План на него – 261 тысяча тонн. 63-ю навигацию Ленский речной порт начнет уже в новом статусе – дочерней структуры «Алроса». Олеся Васева, Алекс Соснин, телеканал «Алмазный край». В Якутске вручили именные стипендии первого президента республики. Ежегодно в день своего рождения Михаил Николаев вручает стипендию и нагрудный знак под названием «Знанием победишь» талантливым педагогам и учащимся. В этом году стипендиатами стали 6 педагогов и 3 учащихся, лауреатов интеллектуалов, юных исследователей, педагогов, ярких представителей сфер образования, музыки, искусства определяет общественная комиссия. Стипендия учреждена в 2002 году. С этого года стипендия вышла на международный уровень. Я из Южной Кореи. Я уважаю Россию. Я очень удобна Якутия. Почему? Якутия люди добрые. Здесь много хорошего есть. Здесь люди читают не деньги первые, мое сердце первое. Поэтому я очень счастлив в Якутии. Сегодня, 13 ноября, отмечается Международный день слепых. И в эту дату повсеместно проходят акции в поддержку этой категории граждан. По данным, сегодня в мире более миллиарда человек живут с той или иной формой нарушения зрения. Из них 36 миллионов человек поражены слепотой. Например, в Алданском районе несколько десятков незрячих. Как им удалось преодолеть чувство незащищенности и тревоги, а также на какую поддержку могут рассчитывать инвалиды, узнали наши алданские корреспонденты. 2018 для Александры Кореневой стал юбилейным. Вот уже 5 лет она живет в межрайонном доме для престарелых и инвалидов поселка Ленинский. Здесь ее регулярно навещают внук и правнуки. В интернат женщина попросилась сама, не хотела быть близким в тягость. 7 лет назад Александра Яковлевна лишилась зрения. Плотная завеса закрыла свет не сразу. Слепота прогрессировала постепенно. Я считаю, что последняя операция ошибка врачей, но не знаю, в общем. Видимо, так угодно, что ли.
закону притяжения, что ли, не знаю. Женщина считает, что причина потери зрения кроется в военном детстве, когда в тусклом отблеске свечи приходилось учиться и делать всю домашнюю работу. Давняя нагрузка на глаза дала о себе знать спустя много лет. В Алданском районе проживают свыше 2500 инвалидов, из которых порядка 130 человек полностью или частично лишены зрения. Люди с ограниченными возможностями здоровья могут рассчитывать на ряд мер господдержки, как в денежном эквиваленте, так и в материально-техническом плане. Определенные выплаты – это компенсация на жилищно-коммунальные услуги 1566 рублей в месяц, это как бы для всех, да? Плюс для тотально слепых там идут дополнительные доплаты, то есть к этой сумме 1566 рублей добавляется республиканская выплата. Помимо этого, органы социальной защиты Алданского района, то есть мы предоставляем средства реабилитации для данной категории граждан. Поддержку люди, лишенные зрения, получают также по линии Фонда социального страхования. Светлана Книгина потеряла зрение почти 40 лет назад вследствие черепно-мозговой травмы. Благодаря страховой структуре год назад у Светланы Васильевны появилось трое. Сходить в магазин, в банк или в поликлинику для женщины не проблема. Собака-поводырь для нее стала и помощницей, и другом. Порода таких собак, которые были податливые и быстро ознакомливаются с ситуацией, с положением. Вот. Оказываемая незрячему поддержка, безусловно, весома. Однако все барьеры, кои перед инвалидом возводит сама жизнь, преодолеть невозможно. 13 ноября отмечается Международный день слепых. В эту дату повсеместно проходят симпозиумы, собрания и концерты в поддержку тех, чей мир покрыт мраком. Мероприятия и акции нацелены на то, чтобы привлечь внимание общества к проблемам и трудностям незрячих людей. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. К другим темам альпинист Симоне Мора выпустил ролик о своем путешествии по Якутии и восхождении на Якутскую победу. Альпинист мировым именем покорил наивысшую точку Якутии и северо-востока России в феврале этого года. Первое в истории зимнее восхождение на победу завершилось удачно, хотя путь был непростой. Альпинисты на буранах выехали из села Сосыр до стоянки оленеводов. Оттуда они на лыжах дошли до базового лагеря Кюретер. В Лос-Анджелесе умер создатель комиксов Стэн Ли. Ему было 95 лет. Известно, что он на протяжении нескольких лет тяжело болел, перенес пневмонию и испытывал проблемы со зрением. Стэн Ли был одним из основных создателей персонажей вселенной Марвел. В сотрудничестве с несколькими художниками он придумал Человека-паука, Железного человека, Тора, Людей Икс, Фантастическую четверку. Кроме этого, Стэн Ли сыграл в целом ряде эпизодов во многих фильмах о супергероях Марвел и был продюсером. О том, какой вклад он внес в культуру и как эту новость восприняли его почитатели, в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Саша познакомился с удивительным миром супергероики и подвигов, будучи совсем ребенком. Как и многие другие, он столкнулся с этим явлением в начале 2000-х годов, будучи первоклассником. Невероятные приключения, подвиги и прочее сильно сказались на моем мировоззрении именно нынешнем. Но это больше является уже как увлекательным чтивом, чтобы забыться от, как сказать, даже серых будней. Всегда как раз, что в детстве, что сейчас, больше увлечения именно комиксом, там более проработанные истории и прочее. Стэн Ли родился в 1922 году. В 16 лет он начал свою карьеру редактора комиксов. За годы работы он создал сотни персонажей. У меня в руках комикс, в котором впервые упоминается самый популярный персонаж, созданный Стэном Ли. Несмотря на то, что на страницах комиксов впервые он появился в 1962 году, официальный перевод вышел только в текущем. Его творчество давно вышло за рамки печатных комиксов. Его творения перекочевали на экраны. Сначала мультфильмы, а затем многомиллионные блокбастеры, которые сегодня стали частью поп-культуры. Его смерть стала огромной утратой для множества людей. Звезды, с которыми он работал, в буквальном смысле засыпали социальные сети фотографиями с ним. Помимо написания комиксов, отец многих супергероев также снимался в кино. Уже легендарными стали его эпизодические роли в супергеройских фильмах. Знаете, и один человек, пожалуй, может многое изменить. Кратко и ясно. Некоторые и вовсе сравнивают Стэна Ли с бессмертными классиками русской и мировой литературы.
Это один из тех людей, которых через 100, через 200 лет будут вспоминать, как вот Гомера. Сколько лет прошло? Вообще существовал ли он на самом деле? Да? Но его вспоминают. Как Данте Алигьери, как Диккенса, Чарльза Диккенса. Также будут вспоминать. Но все знают, что вот в русской литературе был Пушкин. И также все знают, что в американских комиксах был Стэн Ли. Так или иначе, невозможно отрицать вклад, внесенный Стэном Ли в мировую культуру. Его рука навсегда изменила отношение и подход к комиксам не только почитателей, но и авторов. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Якутск. Сейчас реклама, буквально секунд 30. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». Задача не допустить повторения ЧП с прорывом дамб. Представители компании «Алроса» дали пресс-конференцию в Якутске. Местные кадры в промышленность. В рамках этого проекта в угольную компанию «Колмар» устроились новые специалисты. Как начали себя показывать в работе эти сотрудники, сюжет из Нерюнгри. Погода в Алмазном крае, студенты о стихах о Платоне Аюнском. День сотрудника УВД. События и новости Мирнинского района в специальном обзоре. Мой любимый музей. Во всероссийском конкурсе под таким названием участвует и Якутский музей Ярославского, когда было создано учреждение и как работает музей на сегодняшний день. В эфире телеканала Якутии-24 «Итоги дня». Мы продолжаем. Представители компании «Алроса» рассказали журналистам о текущей ситуации и выполнении оперативных мер по прорыву дамб на прииске и релях. Ключевой задачей компания считает разработку мер по недопущению повторения ситуации. Озвучили, что прорыв дамб случился из-за осадков в количестве 60% больше месячной нормы. Компанией за 10 лет потрачено около 7 миллиардов рублей на строительство водоочистных сооружений. Содержать же и эксплуатировать их должны сами муниципальные районы. Я думаю, что цифра по итогам года будет чуть-чуть выше, не 79, а чуть выше. Что из себя представляет эта цифра? Во-первых, вся заработная плата бюджетной сферы республики, то есть если говорить о более 100 тысячах бюджетников нашей республики, это годовая заработная плата всех бюджетников нашей республики. Это если говорить сопоставимо с расходами. А если говорить о крупных плательщиках налогов, мы понимаем, что республика основные первые свои деньги, налоги получает от недропользователей. То есть они экспортируют, отдают в бюджет деньги, эти деньги уходят как заработная плата для наших бюджетников. Потом эти же заработная плата облагается НДФЛ, и 13% обратно поступает в бюджет республики. Льготы многодетным семьям на оплату услуг ЖКХ и бесплатный проезд для детей в общественном транспорте, создание визит-центров в особо охраняемых природных территориях и инфраструктура для увеличения туристического потока в Якутию. Эти и другие предложения участников клуба «Что не так» будут учтены для внесения в проект национальной программы развития Дальнего Востока. Напомним, программа рассчитана до 2025 года с перспективой до 2035. Общественная палата Якутии провела очередную встречу дискуссионного клуба «Что не так» во второй раз. Цель проекта «Мои идеи Дальнему Востоку» – сбор предложений и идей от общественных организаций, экспертного сообщества и активных граждан. В каждом муниципальном образовании есть общественный совет, который работает достаточно неплохо, и любой гражданин, даже в самом отдаленной территории, может обратиться и подать заявление через общественный совет. Кроме этого, глава нашего региона Айсен Сергеевич Николаев также предусмотрел ресурс на своем сайте, где можно, непосредственно зайдя на него, оставить обращение со своим предложением. Сроки мы до 20 числа собираем предложения, до 28 они будут все аккумулированы в итоговый документ, который ляжет на стол главе региона. В рамках проекта «Местные кадры в промышленности» в этом году на профессиональное обучение направили 200 человек для трудоустройства в Колмар.
Сообщается, что угольная компания обеспечивает своих сотрудников жильем, предлагает соцпакет и работу на современном оборудовании. Как начали себя показывать в работе новые сотрудники? Сюжет Екатерины Павловой из Нерюнгри. По показателям имеющейся статистики, за 9 месяцев текущего года в компанию «Колмар» принято 93 человека на постоянную работу из районов республики, и еще 30 человек проходят практику на производственных объектах, по результатам которой будет принято решение об их дальнейшем трудоустройстве. Задача предприятия и Центра занятости – трудоустроить как можно больше местного населения, при необходимости обучить, переобучить граждан или повысить квалификацию. У меня на участке за месяц устроилось 4 человека, молодых специалистов, ребят, которые, в принципе, довольно-таки заинтересованы в этой работе, заинтересованы в самой программе, так как здесь у нас, получается, обучение происходит, людям выделяются общежития, привлекаются работы, то есть местные специалисты приходят, это уже радостно. 24-летний Никита Захаров из Мегино-Кангаласского улуса уже месяц трудится в угледобывающей промышленности. Попал в компанию «Колмар» молодой специалист через Центр занятости. Приехав в Нерюнгри, парень поспешил на ярмарку вакансий, которая проходит ежемесячно, и нашел свою вакансию. Дальше медосмотр, практика и выход на работу. 2 недели учился, и практика здесь. Коллектив нравится, да? Все устраивает. Угольная компания «Колмар» создает рабочие места, на которые могут претендовать не только специалисты с опытом, но и выпускники профильных учебных заведений. В компании активно действует система наставничества. На базе промышленных и технологических колледжей создаются учебные классы и программы, способствующие получению актуальных знаний обучающимся. Вместе с тем, уже на стадии прохождения производственной практики у каждого студента, проявляющего способности на высоком уровне, есть возможность быть трудоустроенным досрочно. Студентка 3-го курса Южно-Якутского технологического колледжа по специальности обогащения полезных ископаемых Лариса Шулык проходит в угольной компании практику. Девушку не пугает 12-часовой рабочий день на шумной и пыльной обогатительной фабрике, и после окончания колледжа она планирует начать свою карьеру именно здесь. Вообще у меня идет специальность аппаратчик углеобогащения. То есть аппаратчик должен знать все, как нам преподаватели говорили. Если все знать, нормально будет. Угледобывающая компания «Колмар» за считанные годы превратилась в одну из лидирующих компаний по добыче угля в Якутии, нарастила объемы производства в 3 раза. На сегодняшний день компания является привлекательным работодателем не только для жителей республики, но и всей России, а также Казахстана, ДНР и ЛНР. Екатерина Павлова, Сергей Козюров, Вадим Барашков, Нерюнгри. Погода в Алмазном крае. Студенты в стихах о Платоне Аюнском. День сотрудника ОВД. События и новости Мирнинского района в специальном обзоре Марферины Алексеевой. В эфире новости Мирнинского района. Здравствуйте. Зима вступила в свою законную силу. Сегодня термометр показал минус 29 градусов. К середине недели температура снизится до минус 11, но к концу снова наберет до 28 градусов ниже нуля. Теперь к событиям, произошедшим за последние несколько дней. 10 ноября прошел концерт, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел и юбилейным датам ведомства, 300-летию полиции России и к 100-летию якутской милиции. С концертными номерами выступили творческие коллективы города и воспитанники школы-интернат. Также отдельно награждали сотрудников и ветеранов правами министра внутренних дел по Республике Саха-Якутия и правами начальника отдела МВД России по Мирнинскому району. Конечно, бы пожелал сотрудникам органов внутренних дел, в том в частности нашему отделу, высоких положительных результатов в работе. Пожелал бы, чтобы у них в семьях было достаток и плюс уважение в семье. Пожелал бы, чтобы ни в чем не нуждались они. Ну, был хороший тыл семейного благополучия. Ну, естественно, конечно, основное – это успеха в работе. В честь 125-летия со дня рождения Платона Аюнского состоялся спектакль «Куданса Великий» по одноименной повести «Таюк» в исполнении артистки Мирнинского театра Анны Черданцевой. Также студенты прочитали стихотворение Платона Алексеевича, а организаторы провели итоги районного конкурса рисунков. Впервые «Куданса Великий» появился в сценической версии на русском языке. Собрались на нашем мероприятии все те, кто любит это произведение, все те, кто почитает творчество Аюнского. И, конечно, всем хотелось посмотреть, как это выглядит на русском языке, в исполнении актрисы Мирнинского театра. Как это выглядит совсем по-другому, потому что есть красивый, легендарный спектакль «Куданса Великий» на якутском языке, который объехал весь мир, но на русском языке это звучит впервые. А на этом пока все. До новых встреч в эфире.
Мой любимый музей – это первый всероссийский конкурс в виде онлайн-голосования с участием всех регионов России. Якутский государственный музей истории и культуры имени Емельяна Ярославского тоже входит в число участников этого конкурса. Когда был создан этот музей, как учреждение работает сейчас и какие представлены экспонаты и экспозиции, рассказывает Артур Габышев. В фондах Якутского музея более 100 тысяч подлинных экспонатов разных эпох, начиная от мамонтов и заканчивая инструментами быта, датированными прошлыми и позапрошлыми веками. Наш музей был основан в 1887 году по инициативе секретаря статистического комитета Андрея Иннокентьевича Попова. В 1891 году музей впервые открыл свои двери для посетителей. Наш музей – первое культурно-просветительское и научное учреждение в Якутском крае. И вот более 125 лет мы работаем во благо культурного и духовного просвещения наших посетителей. Раньше ко всем экспозициям нельзя было притрагиваться. Причина проста – можно повредить экспонат. Сейчас выставлены специальные тактильные предметы истории. На некоторых висит табличка «Можно трогать». Музеи сейчас, в том числе и наш, разрабатывают такие экспозиции, где специально сделанные или специально предназначены для этого экспонаты можно потрогать и прикоснуться таким образом к истории. Но большинство экспозиций не соответствуют оригиналу, их подлинники хранятся за витриной. Один из редких экспонатов в музее – настоящий зуб мамонта, и к нему можно прикоснуться. Размером он с 2 человеческих кулака, а было у мамонта их всего 4. Также выставлен стенд с шерстью разных животных. Посетители музея, в частности школьники, очень радуются такому нововведению, ведь погладить лису или же медведя не всегда предоставляется возможность. Конкурс «Мой любимый музей», в котором принимает участие Якутский государственный музей истории и культуры, продлится до 26 ноября. Он определит победителей среди музеев, которые получат награды и всенародное признание. Артур Габышев, Владимир Павлов, Якутск. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале и всегда будьте в курсе, не переключайтесь.